Сейчас я проведу небольшой эксперимент, чтобы немного углубить ваше понимание. Скажите «Ла иляха илля-Аллах». Скажите «Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад». Скажите «Астагфируллах аль-Азим». Каждый из вас сейчас получил по 30 вознаграждений, и Аллах приумножит их во столько раз, во сколько пожелает. А я сколько вознаграждений получил? Множество. Я приобрел десятки тысяч вознаграждений. Почему? Потому что я направил вас. А тот, кто направил на благое, подобен совершившему благое. Вот в таком положении пребывает призывающий. Благие деяния призывающего не перестают увеличиваться и увеличиваться. Наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Сколько же постящихся не получают от своего поста ничего, кроме голодания, и сколько же молящихся ночью, которые не получают ничего от своей мольбы, кроме бодрствования». Месяц Рамадан – это месяц не только отказа от еды и питья, это месяц самодисциплины и самоконтроля. Одно неправильное слово, один неправильный взгляд или же проявление ненависти, злости, негатива могут превратить весь ваш пост всего лишь навсего в обычное голодание. В этом месяце очень внимательно следите за всеми своими действиями, и пусть Всевышний Аллах, субхану тааля, даст нам как можно больше терпения. Кто же эти 4 человека, которых Аллах лишил прощения в месяц Рамазан? Первый – это тот, кто употребляет алкогольные напитки, да убережет нас Аллах от этого. Второй человек, которого Аллах не прощает в месяц Рамазан, это проявляющий непочтительность по отношению к своим родителям, будь то повышением голоса, ослушанием, если в этом нет ослушания Всевышнему. Третья категория людей, которым Аллах не прощает, это люди, разрывающие родственные связи. Мы повторяем это каждый год, братья. Четвертая и последняя категория людей, которым Аллах не прощает в месяц Рамазан, это мушахин. Мушахин – это человек, который ложится спать в гневе на одного из мусульман, который навредил ему, ущемил его право и даже сказал про него что-то плохое. Не позволяй себе ложиться спать, когда твое сердце загрязнено гневом на брата. Зависть, гнев или ненависть по отношению к брату и есть грязь.